В эфире программа «Новости». Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфелина Алексеева. Добрый вечер. В реабилитационном центре Кёх-Ылык Амгинского улуса прошли реабилитацию и сборы к соревнованиям участника СВО. Подробнее о центре. В Усть-Алданском улусе второй день работает выездная бригада хирургов-офтальмологов. Расскажем об операциях. Горный улус встретил гостей международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега». О встрече. В Якутии на рабочем совещании Постоянного комитета по вопросам малочисленных народов Севера и делам Арктики был рассмотрен ряд актуальных вопросов. На встрече обсудили сокращение штатных единиц в системе образования в арктических районах, реорганизацию дошкольных и образовательных учреждений, ситуацию жилищно-коммунального хозяйства в арктических районах и отопительный сезон 25-26 годов. Также подняли вопрос по внутриулусным перевозкам и субсидированным рейсам. И мы решили, что совместно будем отстаивать интересы жителей Арктики, чтобы именно в арктических районах те показатели бюджета, которые были и в прошлых годах, оставались на том же уровне. Мы каждый год комитетом по малочисленным народам Севера и Арктики вносим поправки именно по этим вопросам, да, но наши коллеги не поддерживает, потому что депутатов Арктики нас только 6, которые представляем интересы 13 районов, да, и призываю своих коллег, чтобы поддержали во благо развития нашей Арктики. 7 октября закрыта навигация маломерных судов на территории республики. В Вилюйском улусе сотрудники административной комиссии совместно с Государственным отрядом противопожарной службы и Государственной инспекцией по маломерным судам провели профилактический рейд по водным объектам. Цель такой профилактической работы – обеспечение безопасности людей за счет проведения разъяснительной работы, предотвращения несчастных случаев и контроля за соблюдением правил поведения на воде. Подобные рейды сотрудники планируют проводить регулярно. Административная комиссия Вилюйского района напоминает об административной ответственности. В период ледохода-ледостава на реке Вилюй организованы патрульные группы. При выявлении несовершеннолетних на воде, на льду родители, законные представители несут административную ответственность за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, за выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений в соответствии с статьей 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия предусматривается административная ответственность. В реабилитационном центре Кёх-Ылык села Битюнь Амгинского улуса прошли реабилитацию 2 участника спецоперации. Участники СВО являются членами сборной Якутии и России по адаптивным видам спорта. И благодаря тому, что в селе Битюнь имеется адаптивный спортивный зал, успешно прошли сборы и подготовились к предстоящим соревнованиям в Москве. На днях состоялось закрытие сезона, где участники центра подготовили для гостей праздничный концерт, показали свои творческие достижения и таланты. Отметим, что в 12-м реабилитационном сезоне приняли участие граждане из разных уголков республики, что подтверждает востребованность работы центра. В общем, отдохнул тут довольно прекрасно, природа понравилась. Сам санаторий довольно уютный, разнообразный рацион питания, коллектив очень дружный, доброжелательный, профессиональный. Спортзалы тут очень хорошо оборудованы, доктора очень вежливые, рацион питания очень тоже разнообразный, как сказал ранее мой друг. Спортзал, очень хорошо оборудованные спортзалы для тренировок волейбола сидя и других видов спорта получается. Все очень нравится, всем советую, приезжайте, проходите, восстанавливайтесь, вам тут всем помогут. В Центре занятости Якутска активно помогают тем, кто ищет работу. С начала года за помощью обратилось более 4000 человек, и почти половину из них удалось трудоустроить. Сейчас на учете состоит около 1500 граждан. Специалисты подбирают для них подходящие вакансии и помогают с документами, предлагают пройти бесплатное обучение. В этом году такой возможностью воспользовались более 400 человек.
Если взять вакансии, то на сегодня вакансий 1991 вакансия. Это можно посмотреть каждому, кто на сегодня ищет работу на портале «Работа России». Из них, вот если посмотреть, да, 982 свободных рабочих мест – это для рабочих профессий. На прошлой неделе мы проводили 2 ярмарки вакансий, да, и вот на следующей неделе также мы проведем для граждан, освобожденных из мест лишения свободы, 23 октября с 14 до 16 часов. В Усть-Алданском Алусе второй день работает выездная бригада хирургов с Республиканской офтальмологической больницы. Бригада из 2 медсестер и 2 хирургов проводит 73 операции по удалению катаракты. Все пациенты благодарны врачам за заботу и профессионализм. Выездные врачи завершат работу завтра. Отобрали вот в Усть-Алданском Алусе 53 больных и будем оперировать на 3 дня. Всего будет 73 операции. 3 операционных дня. Вчера провели 30 операций, сегодня будет 29, завтра 14. Поездка в автобусе может пройти познавательно и интересно благодаря проекту «СОЛ». Для пассажиров подготовили 74 аудиозаписи из жизни столицы на русском и якутском языках. Часть материалов погрузит слушателей в легенды долины Туймады. Второй блок посвящен рассказам бойцов невидимого фронта, водителей городского транспорта. Каждая из записей получила визуальное воплощение. Картины вдохновлены историями о Якутске. Будут украшать автобусы и теплые остановки. Послушать запись можно через QR-код. Маршруты уже курсируют по столичным улицам. Мы консультировались с экспертами общественного движения по сохранению якутского языка Сахатала-400. Во-вторых, с некоторыми профессорами с Северо-Восточного федерального университета и Арктического государственного института культуры и искусств. То есть это такой большой план работы по сбору этнографического и культурного материала. Также было произведено несколько выходов на пленэр для сбора такого натурного материала. К примеру, картина «За моей спиной» была создана, можно сказать, прямо на месте действия. Международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега» снова в Якутии. Название фестиваля – строчка из стихотворения народного поэта Якутии Семена Данилова. Поэтому после открытия мероприятия в Якутске во второй день принимали гостей жители Горного Улуса. Земляки выдающихся писателей братьев Даниловых. Участники фестиваля «Благодать большого снега» прибыли в Горный Улус и возложили живые цветы к памятнику братьев Семена и Сафрона Даниловых. Далее писатели посетили музей, встретились с коллективом и учащимися средней школы имени Семена Данилова в Бердикестяхе. Во второй половине дня они приняли участие в торжественных мероприятиях в Мытахе на родине братьев Даниловых. Я сюда приехал увидеть историческую родину Семена Данилова, а также видеть, как живут народ Саха в деревенской местности, потому что мы уже были в городе и там немного увидели. Очень интересно сравнивать с нашими татарскими селами. Я тут пообщался даже с ребятами, которые учатся. «Благодать большого снега» проходит с гостями, участниками из Якутска, Москвы, Калуги, Оренбурга, Татарстана, Казахстана, Ирака, Бразилии, Монголии, а также из Китая. Этот фестиваль проводится раз в 2 года, начиная с 2012-го. В этот раз мероприятие состоялось в 8-й раз. Я не первый раз на этом празднике. Я давно знаком с творчеством Семена Данилова и считаю, что он один из таких основателей и столпов якутской литературы. Дело в том, что вот этот замечательный символ «Благодать большого снега», он означает чистоту якутского народа. Это очищение от грехов, когда снег превращается в воду, он смывает все наши недостатки и дает возможность ощутить этот мир по-новому, посмотреть на него с другой точки зрения. И поэзия объединяет народы,
прежде всего на слове покоится весь этот мир. Если убрать вот эту тончайшую оболочку поэзию с земного шара, то земной шар просто разрушится. Поэтому любите поэзию, читайте хорошие книги. Фестиваль поэзии проводится с целью продолжения дружбы с писателями других народов и расширения творческого пространства. Рассея Насивцева, Иван Слепцов, Горный Луз. Вот уже 5 лет устнерские мальчишки и девчонки под руководством опытного тренера осваивают восточные единоборства. На одной из тренировок побывали и наши коллеги. Юные дзюдоисты готовятся к новым соревнованиям. В ноябре 18 спортсменов 2013 по 2016 год рождения выезжают в город Магадан. 29-30 у нас будет чемпионат города в Магадане. Далее у нас 13-14 декабря будет Modern Machine Eric. Это вот на конец года 2 турнира. Мы на них на обоих будем участвовать. Вот. А с следующего года мы уже поедем на спартакиаду Якутяне. Спортивные Якутяне. Мы сразу же будем выступать в марте. Там мощнейший турнир. Там разные виды спорта, в том числе и дзюдо представлены. После этого уже отборочно идут на ДФО. То есть мы будем обязательно себя представлять. Ну и также на пояса ребята будут повышать свои квалификационные знания. Ребята Уснерского клуба единоборств уже заявили о себе в Магадане, Якутске, а в этом году и в Благовещенске. Благодаря поддержке администрации района группа из 12 спортсменов смогла в составе сборной республики принять участие в дальневосточном турнире детской лиги «Локо-дзюдо» в городе Благовещенске. Это очень мощный турнир. Он проходит по всей России, в том числе и на Дальнем Востоке. Туда лучшие из лучших приезжают. Мы ездили в составе сборной Саха-Якутии. Первый раз такая далекая поездка, дальняя была. У нас 3 третьих места. То есть они сейчас входят в тройку лучших борцов Дальнего Востока. Вот на сегодняшний день. Пока вот такой результат, я считаю, это для Уснера это тоже результат серьезный. В первом поединке я растянула руку, я продолжила бороться и заняла 3-е место. Я волновалась перед соревнованиями, и я захотела смелости и поверила в себя и начала бороться. Мы впервые поехали и заняли 3 третьих места. Я считаю, это очень хорошо, отличный результат. Наблюдая за тренировкой, понимаешь, что эти ребята уже не мыслят свою жизнь без спорта и серьезно настроены не только на спортивные победы. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Это были все новости к этому часу. До встречи на итогах дня.